Здравствуйте! Сегодня мы проведем с вами встречу по авторскому праву. У нас представитель нашего департамента юстиции. Хочу представить вас начальника отдела интеллектуальной собственности департамента Сарбасову Гульфазу Ситказиновну. Приветствуем, да? И Шина Замагатову Каламкану, извините, так я сказала, да? Специалиста этого отдела, то есть они... Действительно, я думаю, сейчас проведу первую встречу, и я считаю, что эта тема очень важная, интересная, потом мы это продолжим. И все это проводится в рамках нашего сотрудничества Центра развития креативной индустрии. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, уважаемые гости. Мы представитель департамента юстиции с отделом интеллектуальной собственности, я руководитель отдела Сарбасова Гульфара Ситказиновна и главный специалист Шиняжат Вашна Хамухамовна. Мы сегодня пришли с вами встретиться, именно обсудить вопросы авторского права, что такое авторское право, что туда входит. И хотели просто спросить, какие-нибудь у вас есть вопросы, где вы можете, чтобы мы вам помогли, где-то что-то подсказали, где-то, чтобы вы нам тоже сказали, какие-то у нас проблемные вопросы, чтобы мы все обсудили, решили. С этим мы решили с вами встретиться. Вкратце сейчас мой главный специалист вам расскажет, что такое авторское право и что туда входит. А потом по ходу мы уже будем разговаривать и будем вопросы задавать, отвечать и поинтересует вас. Здравствуйте, участники. Авторское право. Авторское право – это личные, неимущественные и имущественные права автора. Автором является физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение науки, литературы, искусства. Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от их назначения, содержания и достоинства, а также от способа и формы их выражения. Авторское право распространяется как на обнародованные и опубликованные, выпущенные в свет, изданные, публично исполненные, публично показанные, так и на необнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной форме, письменной, устной, звука или видеозаписи, изображения, объемно-пространственной и других. Авторское право не распространяется на свободных идей, концепции, принципы, методы, системы, процессы, открытия и факты. Объектами авторского права являются литературные произведения, драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения, произведения хореографии и пантомимы, музыкальные произведения текстом или без текста, аудиовизуальные произведения, произведения живописи, скульптуры, графики и другие произведения изобразительного искусства, произведения прикладного искусства, произведения архитектуры, градостроительства, дизайна и садово-паркового искусства, фотографические произведения и произведения, полученные способами аналогичными фотографии, карты, планы, эскизы, иллюстрации и трехмерные произведения, относящиеся к географии и топографии. Не являются объектами авторского права официальные документы, законы, судебные решения, иные тексты законодательного, административного, судебного и дипломатического характера, а также их официальные переводы, государственные символы и знаки произведения народного творчества, сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер. Отношения в области интеллектуальной собственности, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства, постановок, исполнения фонограмм, передач организации эфирного и кабельного вещания регулируется Законом Республики Казахстан об авторском праве и смежных правах. Интеллектуальная собственность – это произведение искусства, творческие и научные разработки. И чем компания или лицо может отличаться от остальных? Это товарные знаки, логотипы, слоганы. Товарный знак нужен для защиты своего бизнеса, для успешного продвижения своих товаров и услуг, для увеличения стоимости своих активов. Согласно статье 4 Закона Республики Казахстан о товарных знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях
мест происхождения товара, правовая охрана товарных знаков Республики Казахстан предоставляется на основании их регистрации в порядке, установленном настоящим законом, а также без регистрации в силу международных договоров Республики Казахстан. После регистрации товарного знака владелец товарного знака получает исключительные права использования и распоряжения товарным знаком в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг любым способом и по своему усмотрению. Также исключительные права включают право владельца товарного знака запрещать использовать его знак или положение на его обозначение третьим лицам без согласия владельца. Чтобы зарегистрировать товарный знак, необходимо оформить заявку через личный кабинет на сайте Казпатент, а также через портал электронного правительства Республики Казахстан ИОВ и подать ее в Национальный институт интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан. Экспертиза заявки проводится поэтапно. Предварительная экспертиза в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявки. Полная экспертиза, в ходе которой проверяется соответствие заявленного обозначения требований, установленными статьями закона Республики Казахстан в течение 7 месяцев с даты подачи заявления. Право на товарный знак удостоверяется свидетельством, и регистрация подтверждается выпиской из Государственного реестра товарных знаков. Согласно статье 15 закона, регистрация товарного знака действует в течение 10 лет с подачи заявки. Срок действия регистрации товарного знака продлевается каждый раз на 10 лет по ходатайству владельца в течение последнего года его действия. Товарный знак, срок действия регистрации которого истек, не может быть зарегистрирован на имя другого лица в течение 1 года с даты прекращения действия регистрации товарного знака. Владелец свидетельства на товарный знак может производить рядом с товарным знаком предупредительную маркировку в виде латинской буквы «Р», либо словесного обозначения товарный знак или зарегистрированный товарный знак, указывающий на то используемое обозначение, является зарегистрированным в Республике Казахстан товарным знаком. За использование чужого товарного знака и распространение контрафактной продукции предусмотрено Уголовным кодексом Республики Казахстан статьей 222 «Незаконное использование товарного знака», а также предусмотрена административная ответственность Кодексом об административных правонарушениях Республики Казахстан статьи 158 «Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара и фирменного наименования». Это о товарных знаках и об авторском праве. Сейчас вот у нас современное развитие технологий привело к появлению искусственного интеллекта, который способен создавать текст, музыку, изображение и даже программу. Здесь возникает вопрос из сферы авторского права, кому принадлежит такие произведения, человеку или искусственному интеллекту. Искусственный интеллект активно используется в журналистике, дизайне, кино, образовании. Он помогает авторам быстрее создавать контент, однако иногда полностью заменяет творческий труд человека. Глобальным вопросом является, может ли искусственный интеллект быть автором. По закону автором считается только человек. Если произведение создано без участия человека, оно не защищается авторским правом. Однако, если человек использует искусственный интеллект как инструмент, право принадлежит человеку. Важно знать, при использовании искусственным интеллектом это надо и защитой человеческого творчества. Нужно обучать людей этическому использованию вот эту как машины или искусственного интеллекта. Это все равно чужой другого человека. То есть, по сути, интеллект сейчас законодательство
хотят внести изменения и конкретно там описать, что будет входить в искусственный интеллект, и как это будет производиться, и как это будет защищаться. Поэтому дополнительно, я думаю, насчет искусственного интеллекта мы с вами еще дополнительно встретимся, потому что этот вопрос еще открытый, он еще обсуждается. Я хотела бы еще рассказать одно направление у нас в Министерстве юстиции, тоже новшество у нас, это географическое указание. Вы знаете, да, что такое географическое указание? Это знак, именно использованный на продуктах. Это продукт, который производится именно на нашей территории. Вот как географическое указание, с прошлого года мы начали работать в этом направлении. И за прошлый год, и за этот год мы зарегистрировали именно по Восточно-Казахстанской области 8 продуктов. Это именно продукты, которые продукты производятся у нас, или один этап хотя бы должен проводиться на нашей территории. Например, я просто общий вам скажу, яблоко апорт, вы же знаете, да, алматинский? Он весь Казахстан знает, зарубежные страны тоже знают, потому что у него есть свойственный вкус. Почему этот вкус? Этот вкус дает именно земля, именно где он расположен, где там же горы, где на алматинской территории возле гор она расположена, и там это яблоко растет, поэтому она получает такое свойство, такой вкус, цвет именно из-за нашей территории, из-за нашей земли. Точно так же в Восточно-Казахстанской области очень богато, у нас тоже очень много продукции, сельскохозяйственной продукции, и как металл у нас очень много, но здесь именно географическое указание, здесь входит именно продукция. И по Восточно-Казахстанской области зарегистрировали мы катон-карагайский мед, это алтайский крестьянское хозяйство, алтайский мед они производят, они взяли как товарный знак, зарегистрировали, у них есть свидетельство, мы им выдали, сейчас мы работаем с ними. Потом у нас есть медовуха, тоже в Восточно-Казахстанской области, именно здесь у нас производится, это из меда тоже, да, вы это сами знаете. Потом шаманайский хлеб, индивидуальный предприниматель, она зарегистрировала. Потом алтайская рыба форель. Тоже у нас производится, тоже свой свойственный вкус, он очень вкусный, сами понимаете. Потом Тарбағатайский район, Тулузская рыба, крестьянское хозяйство, они именно Тарбағатайская форель производят. Потом Курчумский район, тоже также Курчумская форель у них есть. И Зайсанский район, у них есть вода. Все, наверное, пробовали, минеральная вода, как их Мифиор называется. Вот 8 продуктов, которые мы зарегистрировали. Здесь я просто хотела вам это сообщить, чтобы вы знали, что вы своим знакомым, родственникам, кто занимается именно крестьянским хозяйством, кто занимается, у кого есть, производят, чтобы они знали. Вот мы провели район у нас, потом Маркопольским районом тоже провели семинар, им тоже сообщили, чтобы они знали. Маркопольский район, они предлагают пшено, тара. Да, они хотят именно, что тоже посмотрят сейчас, если здесь они должны же пройти экспертизу. Если действительно экспертиза пройдет, и действительно они скажут, что это продукт уникален, чем-то отличается, именно, и дадут, если разрешение, тогда мы им дадим свидетельство, и у них тоже будет это свой продукт именно Маркопольского района. А Гульнарынский район, они нам предложили мясо, тушеное мясо. У них тоже, говорят, у нас есть мясо, оно очень вкусное, как мы хотим, говорят, именно, чтобы эту продукцию зарегистрировать. И сами понимаете, да, именно этот продукт, один продукт, он будет привлекать и бизнесменов, и туристов, и все будут знать, что такое, где это производится, какое-то село, какой-то район, где это находится. Это тоже же преимущество для того, чтобы весь Казахстан и другие страны, чтобы нас знали нашей продукции. Например, катонский мед, сейчас он очень производится в большом объеме, и они свой мед распространяют везде. Они договора заключили, и в Африку отправляют, и в Китай отправляют. Очень хорошо у них, вы сами со мной были, помните, мы с вами снимали, да, видео снимали, мы видели, как они это все работают.
Поэтому я надеюсь, что у нас в Восточно-Казахстанской области еще больше появятся вот такие продукты, которые будут нас везде рекламировать, как бы, и будет нашим брендом. И сами понимаете, да, все равно это продукция, которая уже зарегистрирована и, как считается, одним из авторских прав, это как товарный знак это считается. Поэтому у них там будет спроса побольше, и по сумме она будет дороже, чем обычный продукт. И там никто не может ему сказать, ты должен поставить такую цену, там условия никто не может поставить, потому что он уже защищен авторскими правами. Потом никто не может эти же товары и этим же знаком говорить, что это мой продукт, потому что в Катон-Карагае, вы знаете, да, многие занимаются медом. Поэтому они не могут говорить, это мой мед, это я делал. А здесь у них уже товар, у них свой логотип есть, бренд уже есть. И мы будем это защищать, они будут защищены законом. Сами понимаете, кто нарушает закон, у нас есть уголовное наказание и административное наказание. Административное наказание, статья 158, там она влечет штраф 100 МРП. Вот, мы всегда смотрим, если заявления, обращения поступают, мы проводим проверки и всегда как бы стараемся помочь правообладателям, чтобы их товарный знак никто не пользовался, никто не нарушал их законы, это же их труд. Они это придумали, они бренд себе обозначили, логотип себе сделали, поэтому вот одно из направлений. Потом сейчас, сами знаете, да, очень много споров идут насчет управления имущественным правом коллективного основе. УКУП же есть именно насчет музыки. Многие авторы говорят, что мы не получаем никакие дивиденды, ну, деньги не получаем, гонорары не получают. Хотя это тоже один вид у нас интеллектуальной собственности. Здесь Министерство юстиции конкретно сами занимаются и сами проверяют. Ежегодно каждый УКУП это есть это общественное объединение, которое сами создают уставом своим и собирают, заключают договор с авторами и собирают деньги за то, что они используют музыку или песню этого автора. И почему-то они здесь действительно немножко, это вы уже все знаете, в курсе, оплату действительно авторы не получали. Вот буквально приняли вот недавно закон, он вступит с 1 января 2026 года. Первый этап это будет защищать, первый этап это именно телевидение и радио. Именно там же распространяются все наши музыка и стихи наши. И второй этап там уже будут это театры и филармония. Они же наши полностью, то, что автор производит, они же на нас доводят. А третий этап это рестораторы. Рестораторы, это которые кафе, караоке, рестораны наши, которые будут звучать там. Они же используют эту музыку, они слушают эту музыку. Люди приходят, отдыхают, конечно, они слушают. Если вы это дома слушаете сами или там через наушники слушаете, это, конечно, не авторство. Ну, здесь никакие права вы не нарушаете. А если вы пришли, не вы имеете в виду, именно хозяин ресторана, он должен заключить договор с автором или с этим УКУПом, кто занимается с коллективным этим управлением, и они должны оплату проводить. И мы, как Министерство юстиции, они должны сдавать ежеквартальные отчеты. Ежеквартальные отчеты будут сдавать, а то, что касается зарубежных песен, они в год один раз должны сдавать отчеты. И здесь, там у нас есть ставки, именно по этим ставкам они должны оплату проводить. А ниже этой ставки, утвержденной приказом министра юстиции, они не могут брать эти вознаграждения, оплату. Поэтому здесь немножко тоже, как закон вступит в законную силу, нам дадут правила, как это проводить. Мы еще дополнительно с вами со всеми встретимся. Потом очень много вопросов есть насчет художников, Этот закон тоже, как искусственный интеллект, они хотят туда сразу включить и там рассмотреть все вопросы, которые именно касаются художников, те, которые вот переводчики. Произведение, вот автор написал произведение, да, а
этот переводчик же перевел. И он как перевел, так и люди воспринимают, да? Здесь как бы нечестно, что переводчику оплачивается только один раз. А хотя эти книги распространяются очень много. Например, он так перевел, что людям интересно стало, и там тираж такой большой, а переводчик не получает от этого ничего. Он один раз за перевод получил деньги и все. Здесь бы тоже, как бы здесь тоже несправедливо же. Поэтому этот вопрос тоже подняли. И сразу вот законодательство, когда будут изменения вносить, сразу хотят этот вопрос тоже туда включить. Точно так же, которые проводят же эти искусственные эти, как всякие эти, рукоделия имеется в виду. Красивые, да, наши, да. Вот они тоже говорят, нам, говорят, один раз только платите, а хотя в музеях, даже за рубеж, говорит, нашу, именно то, что мы создали, скульптор, вот это, то, что они создали, или там посуду какую-то там, ювелирные изделия, говорит, вы же, говорит, возите, говорит, в другие страны, вы собираете же там людей, они же приходят, они же оплачивают, а почему только мы один раз, говорит, получаем за это, говорит, деньги? Здесь тоже как несправедливо. Почему? И вот эти вот спорные моменты, мы думаем, что законодательство сейчас парламент они обсуждают же. Я думаю, депутаты сейчас решат. Потом у нас законные изменения вносят, будут вносить изменения. И я думаю, здесь на эти все наши вопросы там найдем ответы. И дополнительно еще какие-нибудь есть вопросы у вас? У вас есть контакты вот этих 8 вы перечислили, кто уже зарегистрировался? Да, у нас есть эти контакты. Можно взять? Мы вам дадим. Вам можно буду скинуть? Да, хорошо. Я вам скину. ВКонтакте. А как вы имеете в виду, у вас если есть вопрос, как бы зарегистрировать, вот вы только что вам показали же товарные знаки, это Казпатент. Казпатент – это институт интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции у нас есть в Астане. Ну, патент, он имеется в виду мирового значения, а если просто можно полезная модель или еще что-то, то есть там патент уже не идет. Нет, это будет… Это же все проверяется. Вдруг такое изобретение где-то уже есть. Проверяется, да, именно. Вот, поэтому это авторское право, либо просто полезная модель. Да, полезная модель. Но здесь же мы с вами не можем это говорить. Это именно институт интеллектуальной собственности, они нам дадут заключение, и они нам решат. Если они скажут, да, это как авторское право можно организовать, они нам дадут согласие. А если нет, тогда они скажут, да, что это не подлежит. Или если уже есть такое произведение, или если такое наименование, они, конечно, ему откажут. То есть, чтобы все это узнать, я должен сначала подать заявку, а потом уже будут смотреть, есть такое, нет. Вы же Нет, будете вы смотреть, можете, да? просто даже по названию вы можете узнать. Есть Google, просто забьете Казпатент через Google. Казпатент забейте, и сразу она у вас туда отправит, да. И там есть реестр. Прямо можете запрос сделать. Именно товарный знак, тогда вы пишете товарный знак и найти пишете. И она вам сразу может найти. Вот, например, наша продукция «Эмиль», они зарегистрировались, и там сразу выходит несколько «Эмиль», и все продукции, они же делятся, они по видам делятся. Масло, сметана, творог, все там есть. То, что вы уже другой, как название «Эмиль», вы не можете уже брать. Вот, например, сейчас Макдональдс, вы знаете, да, большое такое, Макдональдс Корпорейшн. Одну букву поменяли, и все уже другое. Я и хотела вам вот это сказать, Да, Макдональдс. я знаю. Да. Смешение же время. А там, видите, они же именно зарегистрировали как, что это Макдональдс, туда входит, они производят именно с муки, с мяса, используют свои продукции. И точно так же у нас вот шаурма, донер, который наши имеете в виду граждане, тоже так же хотели назвать, вот, как бы нарушили авторское право. Можно вопрос? Вот смотрите, вот я занимаюсь, Елена знает, чем мы занимаемся, ремонт и модернизация средств реабилитации инвалидов. Вот у нас готовый продукт пришел чужой, допустим. Или неважно, там кто-то у кого-то его взял, там, плагиатом занялся, и переделал по-своему. Один болтик крутил, и все, это уже его. Но это же неправильно. Идею-то он уже забрал. Сама суть-то, сама идея, а не то, что он болтик туда вкрутил добавочный, не нужен совершенно. Как инновацию сделал, как
реконструировал титул. Но это же неправильно. Неправильно. Это- Сама идея должна защищаться. Ну, точно такой же вопрос у меня тоже вот задавали. Просто наше как население, мы же спокойные, мы же думаем, это я честный, я сам произвел это произведение, это мое, он просто считает, что это мое. Но законно он за себя это не зарегистрировал, как автором не взял вовремя, а кто-то приехал в гости и забрал эти стихи, то, что он писал. И уже в другой стране он от себя это все Да. опубликовал. И Вот. он считается теперь автором. Здесь В тоже 2018 году у меня получилось мой бизнес-план инновационный. Да. Заработал в Павлодаре. Полностью все слова, даже там давали интервью. Я смотрю, это все с моего бизнес-плана. Прям тот человек, кто этим начал заниматься, и он на себя оформил авторское право. Я когда начал разбираться с этим, в прокуратуру пришел, все, они говорят, ну, Вадим, меня успокоили тем, говорят, ты в Восточном Казахстане, а там Павлодар. Вы же друг другу не мешаете. Ну, идея-то я же корпел на Вы уже это. не можете, да, использовать, правильно же? Вы дохода не можете уже оттуда иметь. Да не то, что доходы, просто, ну, ты включи мозги, придумай сам. Да. Нет, он же чужую идею берет чуть-чуть. Как она называется? Было такое, на чем Япония поднялась. Промышленный шпионаж. Да. Сейчас и китайцы занимаются. У кого-то увидели, раз чуть-чуть другое, все это мое. Ну вот авторское право как-то Идею надо защищать. Да, раньше никто не обращал внимания, как-то не обсуждалось. И вот мы стараемся, сами только начали, действительно, мы с вас вот сам в месте я начала работать, Чемака Моханова, с октября месяца начала работать буквально. И мы хотим, и мы стараемся, мы во всех школах сейчас именно проводим семинары, лекции, во всех вузах проводим, потому что очень талантливых людей у нас много. Мы хотим, чтобы они знали и защищали свое право, и чтобы они зарегистрировали и имели, как автор имели право, и получали, чтобы доходы мы хотим. Потому что очень много талантливых детей сейчас, даже мультики они могут изобретать. И вот искусственный интеллект, он тоже будет сейчас, как вы сами понимаете, здесь тоже многие будут использовать этот искусственный интеллект и тоже могут творить. И мы хотим, чтобы люди знали и защищали сами себя. Поэтому вот думаем, что мы не первый раз с вами встречаемся, еще дальше будем встречаться. Может, мы здесь немножко волнуемся, может, не полностью вам информацию довели, но можете задавать вопросы, мы будем стараться вам ответить. И спасибо, еще вопросы. Можно вопрос? У меня, извиняюсь, про зонтичные вот эти бренды, про в каком карагайский мед. То есть, получается, все остальные эти крестьянские хозяйства уже не могут выдавать. А там вообще-то сотни пасек Нет, по какому Карагаю. Там, смотря как, может, название они другое придумать. Мед у них у всех, в принципе, похоже. Ну, Похоже, может быть, но- алтайский от дяди Вани мед, от Игоря, от еще от кого-то. Нет, здесь Такая по вкусу они должны еще отличаться. Там же они мед тоже у вас делятся же по территории, как они, из цветов же они собирают, из трав. Мне кажется, Нет, там потом есть. карагайский мед, он, знаете, особенность там более короткий углевод, как глюкозы говорят больше. Вот. Ну, то есть есть вкусовые качества, он хранится неплохо. То есть действительно особенный хороший мед. Но дело в том, что это во всем том регионе, в принципе, он похожий. То Нет, есть, если у вас есть желание, давайте Сытый, попробуем. да. Почему Чего? бы нет? Так Если что- действительно кто-то занимается и больше производит этот мед, можно. Посмотрим, как институты собственности, как нам дадут заключение. Может, пропустят. Может, название вам другое выберем. Ну да. Может, какое-то отличие будет. Почему? Там они же не другое. просто Возможно, посвятители. право вот на всех, кто в этом регионе прописан, они все имеют право называть себя карагайскими. Ну, изначально, видите, они уже взяли же авторское, как бы, зарегистрировали. То есть только судиться теперь. Если кто-то хочет, это вот, пожалуйста, идите. По наименованию они другие уже должны принять, да. Ну, одну букву поменять где-то в чем. Нет, одна буква, там не должно быть созвучной. Ну вот наша область, допустим, конкретно Усть-Каменогорск, вот, да, два таких по Казахстану очень известных продукта. Это Усть-Каменогорская птицефабрика. Наша курятина считается в Казахстане лучшей, да? И подсолнечное масло, опять-таки. В той же Алмате подсолнечное масло Усть-Каменогорское пишут. И стоит оно дороже. Вот, наверное, кто был в Алмате, видели, да? То же самое курятина. Усть-Каменогорская курятина, она дороже всех остальных саверановских. То есть, в принципе, так же кто-то из нас берет, регистрирует
этот бренд, да? Да. Ну, я не знаю, или создали проблемы всем производителям, да? Ну, тогда? имеется в виду, что как бы получается немножко несправедливость уже изначально. То есть, когда он дорогая, это как раз-таки географически. Тот, кто успел более активный, получается, да. То есть это уже не интеллектуальная собственность, а Ну, здесь, ловкость рук. Природа матушка тут уже. Да, да. здесь именно областной акимат, мы с ними, ну, мой коллега, который ушел, он именно проводил насчет этого, как бы доносил до населения с областным акиматом. Все акиматы там участвовали, все районы, имеется в виду, участвовали. Именно почему-то вот они выделились. Все, кто выделился, вот первые они зарегистрировали. Восточно-казахстанская, ну, у нас этот, Восток молоко, у них есть масло. Они тоже уже как товарный знак взяли. Хотя именно до них производили, имеется в виду. Ну, именно свой товарный знак есть, но как географическое указание они не получили. Потому что уже Восток молоко именно зарегистрировали свои масла. Да, здесь я с вами согласна, но География обязательно указывает? географические указания – это одно направление. Имеется в виду, вот как в данном случае как раз-таки католский мед, это не то, что я лично делаю, а то, что я успела зарегистрировать на именно нашей эту территорию. Да. На нашей территории производится именно этот продукт, и он уже зарегистрирован именно как катон-каравайский мед. Находчивость. Да. Это еще важно. Я же Что говорю, первый сталкивает этапки, да? Восток молоко, масло сливочное. Кто-то будет работать и не успевать регистрировать, а кто-то... Шванайкинский хлеб, хотя у нас есть и аэропортский хлеб, и каравай, но мы с ними тоже сейчас работаем, будем семинары с ними проводить. Точно так же, как вы задали вопрос, мы тоже вот хотим этот вопрос задать в министерство и отправить именно на экспертизу, хотим получить заключение, потом уже будем дальше разговаривать. А как быть другим? Этот вопрос мы еще открыты, мы конкретно ответ вам еще не дали, мы надеемся, что еще дополнительно с вами встретимся. Приглашать и обсудим, конечно, потому что не мы одни такие. Какая-то уникальность всего должна быть, если там есть несколько хозяйств, то Да, здесь очень многие другие области тоже начали спорить. Потому что у них тоже так же, виноград у всех же есть. работают все. Там один только. А по Абакане, например, есть разноцветные они производят. Как. Хотя у нас тоже есть багратион. Мы Ну, тоже там. вот хотим с ними поговорить, потому что чтобы нашу продукцию все знали, чтобы весь Казахстан знал, чтобы зарубеж знали. Ну, и мы хотим это все, но посмотрим, как нам ответят. И дополнительно с вами, когда встретимся, я думаю, что вы еще ответите на эти вопросы. Можно вопрос, да? А вот картины, с чего начинать готовить? Какие-то... Вы сейчас задумывались? Конечно, да. Как товарный знак вы можете зарегистрировать как автор. Он авторский, он же будет автором. Точно так же, как с патентом, вы через ЭЦК-ключ можете у себя дома в компьютере сидеть, подать заявку, или через СОН можете подать заявку. И там именно указать свое произведение, показать, и они вам дадут заключение. Если действительно это считается, он докажет, что он это автор, и он легален, они дадут свидетельство, все. И он будет уже считаться автором. И за то, что он будет, только что я сказала, в музеях или там художественных этих будет выставлять свои эти продукции, он будет получать за эти деньги. Ну, деньги. Скажем так, он подарил, допустим, несколько уже картин в музее, помните музей? Ну, это он подарил же. Да. Он На них уже он не сможет, да? Да, там договор, когда не заключали, как он написал? Ну, не знаю, как он. Полностью подарил, да? Да, у них условия, когда проводят выставки, и надо какую-то картину им оставить, как подарить. Как В дар музея Да. выставляют. Да. Это авторские, это же просто право собственности. Если картина – право собственности, а изображение картины – это авторские права, да, или о чем это? Это смежные права, как считается, потому что именно музей, он будет распространять же. Я поэтому спрашиваю, как они договор заключили, но здесь надо будет почитать тоже. Он просто передал, у них какие-то положения есть, как фонд, так как подарил. Как. Есть вот такая картина вот Абая Кунбаева, очень много используется на логотипах. Ну, они же там пишут же именно, что это картина Абая Кунбаева. Правильно же? Кто именно Автор. Нет, пишут, но вот это вот можно
еще этот товарный знак получит. Нет, если он уже как-то производится, вы не можете. На картине подпись должна стоять. Нет, стоит, то все остальное. Это личные авторские права. Как вот Шишкин пишут на картинах, но прав никаких он же не имеет. Вот наши национальные узоры, это не считается уже авторским правом, Кстати, например. да, вот я вспомнил. Наши национальные узоры, они не считаются авторским правом, потому что это наши национальные узоры. А если художник будет в своем произведении пользоваться этим национальным узором, он может сказать, что это он будет являться автором, потому что он же это все нарисовал и указал. Как инструмент Да, использования. да, есть. А можно еще? Вот вы говорите, по школам семинары проводите, но действительно дети многие талантливые, сами там сейчас вот в нейросети вот это все, да? А вообще с какого возраста, вот, например, могут авторы юные? Юные авторы, ну там как родители же будут представители. То есть уже родители могут. Могут, да, подать заявление, но ребеночек будет считаться автором. Мы это и говорили. Вот Назарбаевская интеллектуальная школа «Жизнь», там мы когда были, там один молодой парень подошел мне и говорит: я стихи пишу на английском языке. Можно, говорит, как автор меня? Я говорю, ты подойди к нам с родителями, посмотрим, отправим. Заключение, если нам дадут, будешь считаться как автором. Пожалуйста, Где вы находитесь? Мы находимся в департаменте юстиции, Ворошилова 6. Там же сидим на третьем этаже, пожалуйста. 70 40 61 наш рабочий телефон. Сотовый телефон 0707 609. Так вот сейчас вам свечивается, да? Ну-ка. Это вот, остаток. 707. 707 609 2047. Гульфара меня зовут. Можете задавать, приходить. Нас можете приглашать, мы будем стараться вам тоже помочь, сообщить, рассказать то, что знаем. Ну, вот Елена была у нас, знает. Да, поэтому. А какой-то реестр ведется, да? Да, Министерство юстиции, я же говорю, институт интеллектуальной собственности, у них есть реестр. Там полностью есть. Да, по всему Казахстану. Там я и говорю же, почему мы, когда идем на проверку, в Макдональдсе для чего он рассказала, потому что именно оно уже есть, они зарегистрировали в Казахстане свое право, и мы не имеем права уже использовать. Просто даже слово у них же есть, эмблема вот это Макдональдс, мы даже этот знак не можем брать. Или точно так же вот iPhone, телефон, сами знаете, да, iPhone? Здесь яблочко у них нарисовано. Это все их бренд, это уже товарный знак. Мы уже не можем его использовать. Это уже авторские права, они защищаются. А контрафактная, те другие продукции, это будут считаться как контрафактная продукция. И поэтому здесь уже будет наказание как на основании закона. Я сказала, уголовный кодекс у нас и административный кодекс. Можно еще, получается, на нашем случае у нас картины. Авторское право зарегистрировано в реестре. Допустим, кто-то хочет использовать для логотипа, ну для чего-нибудь, изображение это. Он должен, получается, заключить договор с автором, да? Можно ли использовать? Да, можно. Или вот только что я сказала же, который управляющий имущественным правом на коллективной основе этих УКУП, они создаются для чего? Для того, чтобы автор сам не бегал. Они именно договор заключают, автор с ними договор заключает, и оттуда он должен иметь свою оплату. А здесь у нас как УКУПы, они начали деньги-то собрали, но автору не платили. Вот шум же идет. У нас же есть такие примеры, скажем, вот когда кто-то хочет помочь, ты ему рассказываешь, даешь весь расклад идеи, а он ее на себя бах, Да. и ты в стороне. Бессовестно. Ну как? Да, человеческий фактор есть такой, потому что не первый раз, кстати. Но здесь тоже у нас, я же говорю, там А тоже. потом до конца ее, то есть, вот Марат мне один хороший знакомый говорил, говорит, для того, чтобы идея получилась, ее надо выстрадать самому. А он, если у тебя украл, он ее начал, ладно. Выпишет и начал делать, а потом в концовке его уроды. Вот и все. Здесь как бы по решению суда даже оказывается вот этот вопрос не решается. Споры идут, но не можно доказать, что это его было произведение. Они использовали, украли, как бы, грубо если сказать. Но здесь есть, да, моменты. Но я думаю, что со временем законодательство будет защищать именно авторов. И сделать так, чтобы
оно было как-то защищено, и ну, даже судебный процесс, чтобы могли им выиграть. Здесь много споров, да. Я думаю, что молодцы люди все в ближайшем времени. С января вот до 2026 года, как начнут работать насчет этого, я же сказала, вот, поэтапно будем проходить это все. Мы с вами еще дополнительно встретимся, и тогда я уже могу вам сказать конкретно, как делать алгоритм, что делать, потому что сейчас немножко мы тоже сами не знаем. А в будущем мы вам расскажем. Надо самим понять сначала, что такое. Ну вот вы сказали что-то при реестре музыкальных произведений. То есть я помню еще как бы в давние времена сталкивался с тем, что ресторан или даже вот как-то проверял, помню, радиостанцию, да, то есть они сдают ежемесячные отчеты, сколько кого воспроизводили и, соответственно, отчисляли. То есть, в принципе, эта система продолжает работать, также сдают и также перечисляют. Там у нас все организации в Казахстане, да, кажется? Да, все, но там как хозяину ресторана легче оплатить наличными деньгами. Сами понимаете. А потом, эти деньги куда поступили, никто не знает. И куда эти деньги ушли, тоже никто не знает. В связи с этим же законодательно начали вопрос этот поднимать депутаты, и законодатели внесли изменения. Потом с 1 января, как вступит в законную силу, я думаю, здесь уже будет порядок, и каждый автор, каждый творческий человек будет получать, соответственно, свою зарплату. Здесь действительно они не получают то, что должны получать. Гонорар, гонорар, Еще какие-нибудь есть вопросы? Мы здесь немножко вам принесли брошюрки. Здесь насчет информации, что вы знали, можете раздать. Здесь защита авторских прав, товарных знаков и географических указаний. Еще. А если у вас такой специалист, там, дизайнер или кто-то, допустим, у меня есть свои мысли товарного знака. Показать его, посоветоваться с ним. Может, подскажет. Это По теме, чтобы именно был знак по теме же должен быть. Да, по теме должен быть. Я и говорю же, это занимается именно институт интеллектуальной собственности, который находится в Астане. А филиал еще в Алмате. Вы должны идти туда отправить, они вам могут помочь. Здесь мы как бы просто не можем. Ну вот если юристы. Спасибо. Если у меня, допустим, мое наименование организации похоже на китайскую фирму, а вот я бы его сделал, не зная о ней. Я бы инициалы свои вставил и все. А у них точно такое же название. Давайте, когда я завтра рабочий день и позвоню с коллегами из Министерства юстиции, поговорю. Если есть возможность, мы вам дадим контактный телефон, с кем можно будет связаться вам, чтобы они вам помогли. Я могу спросить. Да, как только хорошо, спасибо. Сама лично я не юрист, я не могу. Передайте, пожалуйста. Я вам позвоню тогда. Нет вопросов больше. Есть? Ну, Зарешаю? вопрос есть, Или еще извиняюсь, Да. по поводу подтверждения, то есть кроме Роспатента. То есть я столкнулся с ребятами, работал в Астана-Хаб. А фирма, в общем, занимается разработкой, ну, сопровождением и частично разработкой программ обеспечения. Ну и вопросы у нас как бы возникли, споры даже, пожалуй, по поводу есть или нет программный продукт, за ними, не за ними. То есть есть вариант, конечно, через СОНу, ну, отсылку пройти и зарегистрировать. А второй вариант, я так понимаю, что наше законодательство допускает же просто, как говорится, признание права по факту опубликования. Так ведь, да? То есть, в принципе, этого будет достаточно, нет, чтобы считать, что да, программный продукт создан, он уникален, или все-таки... Нет, вы должны свидетельство взять же. Без свидетельства потом вы же не сможете доказать, что это именно ваше, что вы эту программу вы создали. Вы должны зарегистрировать же. Просто слишком много, как бы у них этих продуктов мелких. Ну, вчера у нас тоже был по Zoom семинар совещания, там точно так же павлодарский ваш коллега задал этот вопрос. И он говорит, программное обеспечение это еще такое, что могут украсть.
Копируют постоянно друг друга. Мы, говорит, как я, говорит, могу защитить себя, говорит, что мою программу, говорит, не заберут. И этот вопрос они сказали, что законодательство, когда вы будут изменения вносить, и этот вопрос они поднимут тоже. Ну, как они это будут уже излагать, я не знаю. Ну, дополнительно он сообщил насчет этого тоже. Как они сказали. Еще вопросик, вот раз мы инвестиция, мне надо сделать перерегистрацию по объединению. Перерегистрация, это как юрлицо вы имеете в виду, да? Ну, да, вы можете через ЦОН это отправить. ЦОН пришел мне, Что они пишут? то есть они не делают перерегистрацию, я уже немножко подзайду куда. По-моему, план заобраза я отправил. Да, у нас именно есть отдел, который занимается этой работой. Ну, там они вам просто так же назад же не вернули, они вам приказ об отказе ждали. Не об отказе, просто дадите инвестицию. Нет, они не могут говорить вам идите инвестицию, потому что общественное мнение именно для чего ЦОН открыли, чтобы люди не сталкивались, ну, чтобы коррупции не было. Поэтому открыли ЦОН, чтобы специалисты не встречались с заявителями. ЦОН между нами как бы... Я понял, я пришел в юстицию, мне дали, сказали, идите в ЦОН. Я пришел в ЦОН, они меня обратно к вам. Нет. А какой ЦОН это вас отправил у нас? Белинская. Нет. Если вы вот сами еще раз сдадите документы, прям позвоните, куда вы сдали. Если они не примут, мы вам скажем, почему они не принимают. Через ЦОН Численное принимаем. объединение это у нас. Через ЦОН Да, принимаем. инвалиды. Полностью пакет документов вы должны предоставить. И официально через ЦОН она поступит в департамент юстиции. Наши сотрудники посмотрят, и они, если подлежит регистрации, вам зарегистрируют. Если не подлежит, они перерыв сделают, если там нехватка документов, ну, если можно быстро исправить. А если конкретно есть противоречие к закону, тогда они вам дадут приказ об отказе. И прямо напишут, на основании чего, почему они вам отказывают. Я должен обратиться письменно, или они мне сами... ЦОН, когда вы обращаетесь, конечно, вы пишете заявление. А вы не давали? Нет, меня послали обратно в юстицию. Всё Нет, устно. у вас протокол должен быть общественный, там члены, да, у вас как... Ну, сейчас я хочу перерегистрировать, потому что кто-то умер, кто-то уехал на ПЛД, кто-то нет. Поэтому нет, это все через ЦОН делается. Сейчас достаточно 3-2 человек оказывается. Если еще раз они, когда вы обратитесь в ЦОН, если они вас не примут, то только что я телефон не сказала, рабочий ЦОН, вы можете позвонить, я коллег приглашу и скажу, почему ЦОН не принимает. Они должны принимать. Для этого их создали ЦОН, чтобы они именно заявителями работали, а не сами. Это противодействие, ну, как коррупции. Еще какие-нибудь вопросы есть, Валентина? Нет. Я думаю, встретимся, да? Да. Большое переговорить. Спасибо большое. Спасибо. Ну и, наверное, давайте общую фотографию сделаем.